То есть практически на сегодняшний день идет технологическая отвязка оборудования, ну и последующий будет пуск наладки. Поэтому в этом ключе мы идем в графике, который предусматривает выход на комплексное испытание всей технологии, по сути, завершение всех работ в октябре текущего года. Вот окончание стройки как-то повлияет на тарификацию? Вот когда вот по перекрестному субсидированию очень предпринимателей интересует. Ну, это немножко разные вещи. Перекрестное субсидирование – это совершенно другая плоскость, она связана в большей степени с локальной электроэнергетикой, которая здесь в Якутии действительно выросла в серьезную большую проблему. Но здесь решение на уровне федерального правительства есть, будут определенные дотации, есть схема договорное разделение Якутскэнерго в этом ключе с тем расчетом, чтобы все вот эти затраты по перекрестному субсидированию перенести на плечи федерального и регионального бюджета. И таким образом эта проблема закрывается, что приведет, в общем-то, к снижению тарифов на электроэнергию для всех потребителей Якутии. То, что касается данной станции, станция высокоэффективная, одна из самых современных в мире. В режиме когенерации будет вырабатывать как тепло, так и электроэнергию. Вот. Поэтому в этом ключе себестоимость производства электроэнергии на данной станции значительно ниже, чем на сегодняшних станциях, которые на Якутской ГРЭС, на Якутской ТЭС, ну и, собственно, гига тепла, который будет производиться здесь, тоже на 20% будет меньше, чем на тех котельных, которые расположены сегодня в городе. Это первое, с точки зрения экономики. Ну и надо сказать, наверное, экологические аспекты, да, которые сегодня, вот особенно сильные морозы, и будут практически затянут дымкой. Но это связано с тем, что много котельных работает, и вот, пожалуйста, такой результат. Учитывая, что в перспективе предусматривается 3 базовых источника тепла, это Якутская ГРЭС-2, потом повысительная котельная, которую мы следующим этапом уже начинаем работать по нему на базе Якутской ГРЭС. И Якутская, это 3 базовых источника тепла будут практически покрывать 80% тепловой нагрузки города. Но и планируется вывести из эксплуатации практически 80% действующих котельных сегодня в городе. Это серьезная большая работа, которую мы будем с городом проводить, с республикой в этом направлении. То есть можно сказать, что после запуска ГРЭС-2 Якутск наконец увидит солнце зимой? Якутск вообще-то один из самых солнечных городов Российской Федерации. Да, но у нас туманы. И солнце он видит, наверное, больше, чем все остальные. Даже жители Краснодара не так часто видят солнце, как его видят в Якутии. Но вот то, что касается зимы, сильных морозов, ну, есть определенные такие особенности, которые действительно, выработка на котельных, она действительно очень серьезно дымкой закрывает город. Постараемся это убрать. Спасибо.